Президент Республики Абхазия Бадра Гунба провел онлайн-совещание по подведению предварительных итогов деятельности международного аэропорта Сухум имени Владислава Ардзинба в курортном сезоне 2026 года. В работе совещания приняли участие премьер-министр Республики Абхазия Владимир Делба, чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Республике Абхазия Вячеслав Гладков, министр экономики Республики Абхазия Теймураз Микваби, директор международного аэропорта Сухум имени Владислава Ардзинба Руслан Блиндюк. По видеоконференц-связи в совещании приняли участие статс-секретарь, заместитель министра транспорта Российской Федерации Дмитрий Зверев, а также представители руководства Свердловской, Нижегородской, Самарской, Омской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Югры и Республики Башкортостан, с которыми осуществляется регулярное авиасообщение. Открывая совещание, президент Абхазии отметил, что возобновление работы международного аэропорта Сухум имени Владислава Ардзинба стало одним из наиболее значимых событий для республики за последние годы. Реализация этого проекта имеет стратегическое значение для нашей республики. Этот проект открыл новые возможности для развития туризма, повышения транспортной доступности республики, расширения деловой активности и укрепления сотрудничества в целом с Российской Федерацией. Бадра Гунба подчеркнул, что сегодня уже можно оценить, как развивается авиасообщение с Абхазией и подвести предварительные итоги нынешнего туристического сезона. За один год география полетов увеличилась с 4 до 12 направлений, причем некоторые маршруты были открыты впервые в истории авиасообщения между Россией и Абхазией, включая советский период. Сегодня международный аэропорт Сухум ежедневно обслуживает от 4 до 8 рейсов. Это убедительно подтверждает востребованность воздушного сообщения и высокий интерес к Абхазии. Президент отметил, что благодаря работе одного только международного аэропорта Сухум имени Владислава Ардзинба собственные доходы бюджета Гулрыбского района за год увеличились вдвое. Это лучше любых слов показывает, какое значение имеет развитие данной транспортной инфраструктуры для экономики страны, повышения качества жизни людей. Хочу выразить искреннюю благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Именно благодаря его неизменной поддержке стало возможным реализовать проект восстановления международного аэропорта Сухум имени Владислава Ардзинба, открыть регулярное авиасообщение и придать новый импульс развитию транспортной инфраструктуры Республики Абхазия. Особые слова благодарности хочу адресовать Сергею Владимировичу Кириенко. Благодаря его постоянному вниманию, личному участию и поддержке продолжается развитие авиасообщения между Абхазией и Российской Федерацией, расширяется география полетов и открываются новые возможности для нашей республики в целом. Каждый новый рейс – это новые возможности для наших граждан, для гостей нашей страны. Это развитие туризма, бизнеса, образования, культуры, укрепление человеческих связей и дальнейшее расширение сотрудничества между Абхазией и Российской Федерацией. Чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Республике Абхазия Вячеслав Гладков отметил, что развитие воздушного сообщения стало одним из наиболее успешных совместных проектов России и Абхазии последних лет. Стабильная работа аэропортов, морских портов, железной и автомобильных магистралей является дополнительным гарантом суверенитета, стабильности и безопасности. Уважаемый Бадр Заратович, безусловно, реализация данного масштабного проекта – это демонстрация высочайшего уровня эффективности работы всей команды правительства Республики Абхазия. Статс-секретарь, заместитель министра транспорта Российской Федерации Дмитрий Зверев подчеркнул, что Министерство транспорта России продолжает оказывать необходимое содействие развитию авиасообщения с Абхазией. Он отметил устойчивый рост пассажиропотока, высокую востребованность новых маршрутов и выразил уверенность в дальнейшем развитии воздушного сообщения между Абхазией и российскими регионами. Видим, что интерес к полетам в Республику Абхазия у российских граждан растет. В 2025 году мы начали с 4 регионов авиасообщения Сухум, Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород,
потенциальным партнерам, что авиасообщение с аэропортом Республики Абхазия является перспективным, прибыльным проектом как с экономической, так и социальной, что не менее важной точки зрения, а именно предоставление возможности полноценного туристического отдыха. Ну и, безусловно, это еще и международный проект, который еще больше связывает наши народы. Представители российских регионов рассказали о востребованности авиарейсов в Сухум среди жителей своих субъектов, положительной динамике загрузки рейсов и готовности к дальнейшему развитию транспортного, экономического и туристического сотрудничества с Республикой Абхазия. Текущая летняя кампания также демонстрирует хорошие показатели. С мая по июль у нас уже выполнено 10 рейсов, перевезено 1716 пассажиров. Текущая загрузка растет, она уже превышает 78%, и надеемся, что данная положительная тенденция будет продолжена. Благодаря совместной работе Республики Абхазия и правительства Республики Башкортостан у нас полетели 2 рейса в этом году. Значит, первый рейс компания «Руслан» осуществляет с 6 мая от самолета «Бомбардир» 50 рейсов вместимостью. Вот на сегодняшний день 9 оборотных рейсов совершено. «Руслан» перевез 624 пассажира. В среднем за 2 месяца это 69% загрузки. Вот. Что касается июля месяца, то мы видим по «Руслану» уже 83% загрузки. То есть июнь 52, июль 83. Загрузка растет, и это очень радует. Премьер-министр Республики Абхазия Владимир Делба подчеркнул, что возобновление работы аэропорта уже оказывает положительное влияние на развитие экономики страны. Достижение 2026 года открытия авиасообщения с 13 субъектами Российской Федерации представляет собой качественный скачок и является результатом работы, в том числе и экономического форума, проведенного в нашей стране в текущем году, на котором подписаны были важнейшие соглашения с регионами-партнерами Российской Федерации. О производственных показателях работы воздушной гавани доложил директор международного аэропорта Сухум имени Владислава Арзенба Руслан Блиндюк. Он сообщил, что за период с мая по август текущего года аэропорт обслужил почти 64 тысячи пассажиров, что на 64% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество самолета-вылетов увеличилось более чем в 2 раза благодаря проведенной модернизации инфраструктуры и введению в эксплуатацию. После реконструкции исторического терминала аэропорт успешно справляется с возросшей нагрузкой, обеспечивая высокий уровень обслуживания пассажиров даже в дни максимальной интенсивности полетов. Подводя итоги совещания, президент Абхазии поблагодарил всех участников за совместную работу. Уверен, что нынешний сезон станет еще одним шагом вперед в развитии нашего сотрудничества. Уже сегодня мы видим хороший результат. Но самое главное, у нас есть понимание, как двигаться дальше. После завершения совещания президент Республики Абхазия Бадра Гумба и чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Республике Абхазия Вячеслав Гладков осмотрели отреставрированный исторический терминал международного аэропорта Сухум имени Владислава Арзенба, ознакомились с условиями работы воздушной гавани и пообщались с ее сотрудниками.